Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу с вами поговорить на одну интересную тему. А нужны ли вам курсы казахского языка или нет? Очень часто я встречаю людей, которые говорят: я понимаю по-казахски, я могу даже что-то сказать, могу немножко поздравить, могу на казахском, но в целом я не разговариваю и не пойму, нужны мне курсы или нет. Дело в том, что, скорее всего, если вы себя относите к этой категории, то, скорее всего, вы выросли в языковой среде, но заканчивали в Казахстане русскую школу. То есть у вас есть базовое понимание языка, у вас есть небольшое владение языком, и нет, вот что называется, такого активного языка. То первым способом мы должны попробовать протестировать, нужны вам курсы или нет. Тест какого рода? Очень простой. Допустим, закройтесь в комнате или на кухне, чтобы вас никто не слышал, либо в машине, и попробуйте говорить без остановки на протяжении 3-5 минут на казахском. О чем угодно, вот о чем угодно, 3-5 минут без остановки. Если вы можете это сказать, значит, курсы вам однозначно не нужны. А почему же, если вы наедине с самим собой можете говорить, а не говорите на улице, то это, скорее всего, немножко психологический барьер. Дело в том, что казахский язык для вас не такой активный. Вы, скорее всего, находитесь на работе, на учебе, в бизнесе, то есть ваше окружение, оно по большей части русскоязычное, то есть казахский не такой активный. И зная язык, вы не совсем его, не в полном объеме используете. Но пришло время, когда вы вы хотите все-таки что-то в раз и вот сказать на казахском, то давайте я скажу несколько упражнений, которые вам помогут разогнать ваш казахский. Во-первых, просмотр видео. Упражнение номер 1. На протяжении месяца-двух вам рекомендуется смотреть видео на казахском, причем начиная с 5 минут и довести до получаса, до 40 минут. То есть это ваше упражнение, это ваши курсы. Причем просмотр видео должно быть совершенно разного плана. Это, возможно, сериалы, это новости, это какое-то ток-шоу, это какие-то экономические новости. Новости могут быть разного плана, видео могут быть разного плана. И очень важно, что в первую недельку, в первые 10 дней разрешите себе ничего не понимать. То есть вы должны смотреть, но не пытаться понять. Не пересматривайте, просто вот как доктор прописал. От 5 и потом добавляете каждый день по 5 минут, до 40 минут вы смотрите. Вы заметите, что на 8, на 10, на 12 день вам будет комфортнее, и вы будете действительно больше понимать. Почему такое происходит? Почему вначале вроде, если я на 12 день понимаю, почему я на 2-й день не понял? Все очень просто. Скорее всего, просмотр видео на казахском языке для вас не такое активное. То есть ваше сознание, ваш мозг редко видит видео на казахском языке, смотрит видео на казахском языке. И это просто непривычный формат. Попробуйте, обязательно пробуйте, и в комментариях пишите ваши ощущения после этих упражнений. Упражнение номер 2. Мы учимся с вами читать. Та же самая история. Мы выделяем от 5 до 40 минут ежедневно, добавляя по 5 минут каждый день, и мы читаем тексты на казахском языке. Суть этого упражнения очень ценное и очень эффективное. Во-первых, вы видите правильно написанный текст. И уже на 2-й, на 3-й, на 4-й день вы уже будете чувствовать, что вот какое-то словосочетание, оно вам нравится, и вы его и берете на вооружение. Во-вторых, ценное упражнение тем, что когда вы читаете, вы убеждаетесь, что вот эта фраза, вот это я понял, это я знаю, что это так, и вот это знаю, и вот эту фразу я также знаю. То есть это повышает ваш уровень вашей уверенности. Опять-таки, это же упражнение, так же, как и предыдущее, следующее условие должно быть соблюдено. В первую недельку, в первые 10 дней вы не должны понимать, о чем текст. Текст обязательно должен быть разной плотности, разного формата. То есть это текст диалог, это текст квитанция, это текст какой-нибудь приказ,
газетная статья, пост в Инстаграме или в Фейсбуке. То есть текст должен быть разного плана. И первую недельку вы читаетесь, повторюсь, не пытайтесь даже переводить и вчитываться в смысл. Дело в том, что ровно как и с видео, скорее всего, вы очень редко читаете тексты на казахском языке. И мы свой мозг, свое сознание должны приучить и к этому формату. И вы заметите, что через несколько дней, если вы перечитаете тексты, то эти тексты как будто по волшебству вам станут понятней. Это упражнение номер 2. Упражнение номер 3. Практика без стресса, мы так ее когда-то назвали, это когда вы говорите сами с собой. Обязательно рядом, обязательно условие, никого не должно быть рядом. Почему? Потому что как только кто-то, даже дочка, даже супруг, мама, бабушка, самый родной человек, даже если рядом будет, все равно для нас это стресс, все равно для нас это зритель и слушатель. Закрываетесь в своей машине, на кухне, в ванной, в спальне, вы должны закрыться, чтобы вас никто не слушал. И начинайте говорить, говорить, говорить. Вы заметите, что поначалу как будто будет не о чем говорить, но условие, это упражнение такое, нужно говорить. Каждый день немного тренируясь, а у вас это будет начиная с минутки и до получаса, до часа, вы почувствуете, что каждый раз вам легче, 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 вы будете больше говорить, вы сами себя разговорите. И упражнение номер 4 это практика на улице. Да, как бы это ни хотелось, как бы нам ни хотелось оттянуть этот процесс, с кем-то разговаривать обязательно нужно, потому что мы с вами-то точно никогда не научимся плавать, если мы в воду просто не прыгнем. Мы с вами никогда не поедем на велосипеде, если мы просто на него не сядем. Поэтому нам нужно начинать говорить, но говорить с незнакомыми людьми. Обязательно с незнакомыми людьми. Почему? Потому что если вы поговорите с другом, с коллегой, не знаю, с кем-то из знакомых, то на следующий день это же очень, очень очевидно, что они с вами в любом случае начнут что-то говорить по-казахски, а вы еще не готовы. Вы еще морально к этому не готовы. Поэтому очень простая рекомендация. Я рекомендую своим слушателям. Вы едете не в свой магазин, а в магазин подальше. И вот первая неделя, 2 вы тренируетесь с незнакомыми людьми. Потому что, во-первых, вы их никогда не знаете. Вы, по сути, наверное, их никогда не увидите. И практика такая, это на заправке, это в магазине. Ой, в магазине очень хорошая такая ситуация. Почему? Потому что продавцы, они занимаются своим делом, и они не смотрят на вас. Ага, он мне что-то сказал по-казахски. Нет. У продавца одна единственная цель, он должен вас обслужить. И поэтому на то, как вы медленно говорили или быстро, продавец, как правило, не обращает внимания. Вы для него просто всего лишь покупатель. Вот такие 4 простые упражнения, которые вы можете начать использовать. Самое интересное, что это самостоятельно и бесплатно. И потренировавшись вот в этих форматах, скорее всего, вы уже начнете разговаривать. И вы четко ответите себе на вопрос, что мне лично не нужны курсы казахского языка. А вот если где-то вы хотите говорить, вы по сути понимаете, что не боитесь, что это действительно уже не так стрессово, но вы понимаете, что какие-то конструкции вы забываете или не знаете, как складывать, то в этот момент мы с вами понимаем, что курсы вам все-таки нужны. Поэтому я за то, чтобы все знания, которые есть, уже запускать, и чтобы люди не шли, если нет такой необходимости, на курсы не шли, позанимались самостоятельно и свободно разговаривали на казахском языке. Причем это все рекомендации, они относятся ко всем языкам. Поэтому попробуйте, протестируйте себя, поупражняйтесь в этих, проделайте эти упражнения, и я думаю, что тогда вопрос с практикой казахского языка, тогда он у вас сам снимется, то есть вы начнете спокойно говорить с людьми на казахском языке.